Угроза схода селя. Превентивная эвакуация. Азамат – незрячий с когнитивными и сенсорными нарушениями. Он не видит опасности и не может самостоятельно принять решение. Правило первое. Представьтесь по имени и назовите свою роль. Незрячий человек не видит форму. Ваш голос и слова создают доверие. Меня зовут Канат. Я пришел помочь вам. Подход спереди, со стороны звука. Имя и роль. Пауза после слов. Правило второе. Одна мысль, одна пауза. Человеку с когнитивными нарушениями нужно время, чтобы понять и принять решение. Не давайте несколько инструкций сразу. Разбивайте информацию на короткие блоки. Идут сильные дожди. Нам нужно уйти в безопасное место. Я буду рядом с вами все время. Короткие блоки информации. Пауза между фразами. Реакция на сенсорную перегрузку. Правило третье. При сенсорной перегрузке снизьте голос, замедлитесь, используйте короткие успокаивающие фразы. Спешка и громкость усиливают панику. Я здесь. Вы в порядке. Мы идем вместе. Правило четвертое. Всегда предупреждайте перед прикосновением и предлагайте, не хватайте. Предлагайте локоть. Человек сам устанавливает контакт и сам регулирует давление хвата. Это сохраняет его чувство контроля. Правило пятое. Идите впереди и предупреждайте о препятствиях заранее, конкретно и коротко. Осторожно, не инструкция. Шаг вправо – это инструкция. Правило шестое. Один сопровождающий, один контакт. Второй сотрудник страхует сбоку или сзади, не нарушая установленной связи. Два одновременных физических контакта дезориентируют. Полшага впереди – конкретные предупреждения. Один контакт – подтверждение каждого шага. Правило седьмое. Выбирайте тихое, предсказуемое место. Опишите пространство, что под ногами, что рядом, на что можно опереться. Для человека с сенсорными нарушениями шум толпы – это дополнительная нагрузка. Правило восьмое. Не оставляйте человека одного. Передайте его конкретному сопровождающему, назвав имя. Связь с знакомым человеком снижает тревогу. Выбор правильного пространства – тихое место. Следует спросить о возможных потребностях. Следует представить следующего сопровождающего человека по имени.